Здравствуйте, уважаемые участники Олимпиады, уважаемые участники вебинара. Сегодня мы с вами рассмотрим критерии оценивания и сами работы. Сверну, да, можно? Пока. Ой, не вижу, куда его свернуть. Рассмотрим сами ваши работы. Итак, я председатель комиссии по оценке работ по литературе, и мы сегодня с вами рассмотрим их содержание. Итак, заданий у нас было 3, и сейчас на экранах ваших мы рассмотрим с вами правильные ответы для начала. Итак, пойдем по порядку. Сначала это задание, которое было предложено 9 классу. Здесь нужно было вписать в графы требуемые ответы. Здесь у вас перед глазами и вопрос, и ответ. То есть, таким образом, как вы видите, за каждый правильный ответ вы могли получить по полбалла. И таким образом максимальный балл за все задание был 4 балла, поскольку, соответственно, цифр у нас было 8. Итак, вот вы видите ответы. Вопросы я озвучивать не буду, вы их, я так полагаю, сами помните. Вот, соответственно, ответы. Первая графа 1, 2, 4, вторая графа 3, 5, следующая графа 8, и вне хронологической линейки должны были остаться 6 и 7. То есть, таким образом, наличие каждой цифры в нужном месте оценивалось в полбалла. Задание 1.2. Здесь нужно было вписать термины. За каждый правильный ответ вы могли получить по 1 баллу. Соответственно, максимальный балл за все задание был 3 слова, которые вы должны были вписать. Это мадригал, ямб и октаву. Мы не снижали оценки, если, предположим, вы не в том падеже поставили необходимое слово. То есть, таким образом, с этим заданием, вот я тоже думаю, все понятно. Ну и сразу же прокомментирую, что мало кто справился со всеми заданиями. Они, конечно, сложные, но тем не менее. Вот максимального балла практически никто не получил ни за задание 1.1, ни за 1.2, ни за 1.3. Здесь, соответственно, тоже нужно было вписать 3 слова: туманный, сладкий и темный. И итого максимальный балл за задание 1 было 10 баллов. Ну вот, собственно, максимальный балл практически никто набрать не смог. Для 10 класса ответы были следующие. Ну, соответственно, задания были все однотипные, только материал был разный. В первую графу нужно было вписать 1, 3, во вторую 2, 5, в третью 6, 8, и вне хронологической линейки должны были остаться цифры 4 и 7. За задание 1.2 точно так же можно было получить максимально 3 балла. И здесь слова, которые нужно было вписать, это водевиль, рифмой и элегии. Задание 1.3. Правильные ответы: золотых, белый и розовым. Ну, тут правильные ответы полностью были в этом задании в 10 классе. Для 11 класса ответы были 1.1 в графе 1, 2 и 3, во второй графе 4 и 6, в третьей графе 1, и вне хронологической линейки должны были остаться цифры 5, 7 и 8. В задании 1.2, 3 тоже нужно было вписать 3 термина. Эти термины: амфибрахий, дактили и цезури. И, наконец, в третьем задании нужно было вписать слова голубую, золотистые и малиновые. Но задание, конечно, сложное, но и, соответственно, из тех баллов, которые вы могли набрать, здесь можно было набрать 10 баллов. Ну, конечно, основное по баллам и, наверное, по сложности это было все-таки задание 2. Ну и, кроме того, третье, которое было совсем новым, сейчас мы тоже к нему перейдем. Итак, сразу же обращаю ваше внимание на то, что у нас у комиссии были критерии оценивания, которыми мы должны были руководствоваться, и мы им, соответственно, руководствовались для того, чтобы проверять ваши работы. И таким образом задание 2 мы проверяли по 5 критериям, которые были совершенно четко для нас расписаны. Итак, критерий первый, по которому можно было начислить максимально 25 баллов, это развернутый,
точный, подробный ответ на поставленный вопрос, опирающийся на примеры из произведения и учитывающий связи разноуровневых элементов художественного текста. Ну и, соответственно, вот эта вот шкала, которую вы видите, 0, 8, 16 и 25, это такие условные, привычные нам оценки. 25 приблизительно соответствует пятерке, да, то есть оценки отлично, 16 четверки, 18 тройки, ну и 0, соответственно, это ориентировочно двойка, да, то есть неудовлетворительная оценка. Но что касается этого критерия, то вот обратите внимание, то есть должен был быть обязательно ответ на вопрос, не просто внятный, но развернутый, точный и подробный. Вот тут сразу же должна отметить, что, конечно же, важно было дать достаточно такой подробный анализ текста, потому что, конечно, уложиться в полстранички и дать развернутый, точный, подробный ответ просто-напросто невозможно. Поэтому объем, конечно, здесь важен. Не только само наличие ответа на вопрос, но и объем. Ну и кроме того, конечно же, опора на текст, опора на примеры из произведений, которые тоже, как вы сами видите, из критериев в принципе быть должны, и поэтому, если их не было, то по этому критерию оценка снижалась. Но и, кроме того, связи разноуровневых элементов художественного текста. Не только смысл, но и композиционная составляющая, да, то есть построение произведения и его словесный уровень и так далее. То есть, таким образом, все это необходимо было показать в вашем ответе для того, чтобы получить максимальный балл. К сожалению, максимального балла не набрал никто ни в одном классе, да, то есть ни у одного человека нету 25 баллов по данному критерию, но это, в общем-то, неудивительно, потому что это действительно очень непросто. Второй критерий – 10 баллов максимальная, композиционная стройность работы, логичность и связность ответа. Максимальный балл 10, да, соответственно, условная двойка 0, условная тройка 3, условная четверка 7 и условная пятерка это 10. Ну и между ними такие же условные плюсы и минусы. Да. Соответственно, здесь мы рассматривали построение вашей работы, то есть то, чтобы вы не уклонялись от основной линии вашего анализа. Ну и кроме того, сразу же вот тоже отмечу, что наиболее частая причина снижения ответа по данному критерию – это отсутствие вывода. К сожалению, очень многие работы демонстрировали вот этот недостаток, отсутствие вывода, которое сразу же снижало оценку за данный критерий на несколько баллов. Следующий критерий, тоже максимально 10 баллов, это владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение использовать термины корректно, точно и только в тех случаях, когда это необходимо, без искусственного усложнения текста работы. Ну и, соответственно, вот эта вот линейка по баллам такая же, как и в предыдущем критерии. Тут тоже обращаю ваше внимание на следующее, что владение теоретико-литературным понятийным аппаратом вы начинаете демонстрировать уже когда начинаете отвечать на поставленный вопрос, потому что практически каждый вопрос и подразумевал, что вы не просто на него дадите ответ, но продемонстрируете, что вы понимаете, в чем вообще смысл заданного вам вопроса. Вот сейчас перейдем, собственно, к рассмотрению самих заданий, и вот там это уточним. То есть, таким образом, умение использовать термины корректно и точно, без искусственного усложнения текста работы, то есть это не означает, что если вы вообще не пользуетесь терминами, то вы получаете максимальный балл, потому что вы искусственно ее не усложнили. Да? То есть, использование терминов, конечно, важно, но и кроме того, важно само понимание, еще раз повторяю, вот тех понятий, с которыми вы имели дело. Четвертый критерий – это уместность использования фонового материала из области истории, культуры и литературы, вписанность аналитического рассуждения в культурный и литературный контекст, отсутствие фактических ошибок от 0 до 5 баллов. Вот это критерий действительно тоже такой, в общем, сложный, потому что он сам указывает на то, что фоновый материал из области истории, культуры и литературы вообще должен быть.
да, и поэтому те, кто его не вводили совсем, получили 0 баллов. И на самом деле таких вот нолей было довольно-таки много. То есть мало не ошибиться, важно использовать этот материал. То есть вот это принципиально важно. И если, может быть, из области истории не всегда было бы уместно вводить какой-то контекст, то из области литературы это, в принципе, контекст творчества того автора, о котором вы говорите, это, наконец, контекст той литературной эпохи, к которой относится то или иное произведение. То есть, таким образом, литературный контекст, он, в принципе, быть должен, но, к сожалению, он был далеко не у всех. И, наконец, последний критерий – это стилистическая однородность работы, общая языковая и речевая грамотность, ну и, соответственно, вот эти вот пояснения. Да? То есть пояснение в примечании говорится о том, что мы не снижали оценки за орфографические или пунктуационные ошибки. Вот того, о чем тут написано в примечании 2, да, то есть такое количество ошибок, которое бы затрудняло чтение и понимание текста, таких работ все-таки не было, и поэтому здесь почти все набрали от 3 до 5 баллов, хотя, опять же, обращаю ваше внимание на то, что почти у всех речевые ошибки были, да, то есть 5 получили далеко не все, в основном, как я уже сказала, от 3 до 5 баллов. Ну и, соответственно, сумма всех этих баллов, да, полученных по разным критериям, и в итоге из нее складывалась ваша оценка. Но, наверное, сразу же логично рассмотреть будет и сами задания, которые были вам предложены. Ну, задания я уже на экран выводить не буду, потому что они довольно объемные, и листать эти страницы, наверное, ни к чему. Ну и тем более тексты, собственно, вы помните. Итак, для 9 класса было предложено 2 текста. Это прозаический текст, рассказ Василия Шукшина «Боря», написанный писателем в 1973 году, и стихотворение Бориса Рыжего «Трубач и осень», написано в 1994 году. Не случайно указывается не только автор, но и время написания текста, вот как раз для того, чтобы вы вот этот самый контекст могли ввести. Каждому тексту был предложен вопрос. В первом случае это что вызывает интерес повествователя к Боре и как заглавный герой соотнесен с остальными персонажами. В случае со стихотворением вопрос звучал следующим образом. Какова роль музыкальных и архитектурных образов в поэтическом диалоге и кто его ведет? Я не буду сейчас говорить вам о том, что нужно было вам сказать при анализе текста, потому что сказать вы могли все, что считали нужным, то есть, как вы сами понимаете, никакой единой правильной схемы анализа того или другого текста или ответа на вопрос, правильного ответа на вопрос, единственного нет и быть не может. Да? То есть литературными произведениями такого, конечно, не бывает вообще никогда. Поэтому самое главное, что вы должны были показать, это выстроить анализ произведения именно с учетом того, что итогом вашего анализа должен был стать ответ на вопрос, почему, чем объясняется такой пристальный интерес повествователя к данному персонажу и как заглавный герой соотнесен с остальными, да, ну или, соответственно, роль вот тех элементов, которые присутствуют в стихотворении Бориса Рыжего. В том, что касается этого произведения, то не все вообще поняли о том, что речь идет о взрослом человеке, да, то есть вот те ошибки, которые были, я сейчас хотела бы озвучить. Не все вообще ответили на этот вопрос, почему так интересует его этот персонаж. И, наконец, как он соотносится с главными, с остальными персонажами тоже, к сожалению, ответа на этот вопрос не у всех мы обнаружили. В том, что касается литературного контекста, практически никто литературный контекст не ввел, хотя, в общем, Василий Шукшин достаточно известный автор, и в том, что касается вот того времени, о котором идет речь, тоже никакого литературного контекста было не введено. То же самое касается и Бориса Рыжего. Но с Борисом Рыжим, конечно, может быть,
не могли мы рассчитывать на то, что вам знакомо творчество этого автора, то есть литературного контекста творчества именно этого поэта мы не увидели, ну, может быть, и не ждали, но, по крайней мере, мы ожидали, что вы, анализируя данное произведение, очертите каким-то образом ту литературную среду, в которой это стихотворение возникает, да, то есть учитывая, что время все-таки здесь указано. Для 10 класса был предложен следующий текст и следующие вопросы. Прозаический текст Ивана Бунина «Ворон» и вопрос: какова роль портретных деталей в обрисовке персонажей и чем обусловлен их выбор героем-повествователем? И стихотворение Козьмы Пруткова «Поездка в Кронштадт». И вопрос, в чем проявляется в стихотворении следование принципам романтической поэтики и одновременно разрыв с ними. Но в том, что касается Ивана Бунина, то это достаточно известный автор для того, чтобы мы действительно ожидали того, что в литературный контекст вы внесете, и касаясь творчества данного автора, и того времени, когда возникает это произведение. Некоторые это сделали, то есть в некоторых работах это действительно было, и писали о том, что произведение было написано в эмиграции. Кто-то даже отметил, что это произведение относится к циклу «Темные аллеи». Но в том, что касается ответа на вопрос, то, к сожалению, тоже чаще всего этот ответ был на уровне один мрачный и черный, другая светленькая и с румянцем, да, и, в общем-то, в том, что касается вот второй части вопроса, чем обусловлен выбор тех или иных деталей, то тут тоже чаще всего этого ответа мы не увидели. И поэтому высоких оценок за данное задание, в общем, мало кто получил, почти что никто не получил. Ну и, наконец, в том, что касается стихотворения Козьмы Пруткова, то кто-то попытался, ну вообще мало кто выбирал это стихотворение для анализа, но тем не менее все-таки такие работы были. Здесь отмечали вообще, какие элементы романтической поэтики вообще существуют, да, но, к сожалению, почти никто не обнаружил этих элементов в произведении Козьмы Пруткова. Ну и что касается разрыва с романтической традицией, то вот тут, к сожалению, практически никто и ничего не сказал. Ну и, наконец, мало кто, конечно, такую ироническую сторону этого произведения вообще заметил. И, наконец, для 11 класса были предложены, секундочку, для 11 класса были предложены следующие произведения. Прозаическое произведение Нина Берберова «Рассказ не о любви». И вопрос, какие смысловые акценты в рассказе «Не о любви» расставлены заглавием произведения и его финалом. И поэтическое произведение Инна Леснянская «Стихотворение под переплетом». И вопрос, как связаны образы природы и искусства в зеленой книге «Бытия» Инны Леснянской. Ну, в том, что касается анализа анализа рассказа «Не о любви», то некоторые соотнесли рассказ «Не о любви» с известным по школьной программе рассказом Чехова о любви. Но в том, что касается финала произведения, то на финал мало кто обратил внимание. И в случае со стихотворением Инны Леснянской здесь, ну, тоже, конечно, мало было обращений к данному стихотворению, но тем не менее они все-таки были. И вот этой связи образов природы и искусства, к сожалению, тоже мало кто уловил. То есть, таким образом, по данному заданию максимальных баллов ни у кого не было, да, и в основном, конечно, баллы были потеряны на вот этих вот двух критериях, которые я назвала. Это первый и четвертый фоновый материал из области истории, культуры и литературы и, соответственно, развернутый, точный и подробный ответ на поставленный вопрос. Ну и третье задание, которое было вам предложено, это, собственно,
ну, хотя и второе, и третье называется творческое задание, но тут, собственно, предполагалось, что вы создадите свой собственный текст с определенной установкой, которая была вам дана. Здесь задание было одинаковое, различался только материал, на котором должны были быть сделаны ваши наблюдения и эти указания, которые должны были дать. Итак, в школах литературного мастерства важное место отводится освоению техники письма, умению пользоваться разными сюжетными, композиционными, речевыми приемами. Хорошо развивает писательские навыки такое упражнение, как стилизация. Подготовьте для слушателей школы рецепт. Как написать, ну и дальше, соответственно, были различия. В 9 классе это был Державин, да, как написать оду в творческой манере Державина. В 10 классе как написать балладу в творческой манере Жуковского. И в 11 классе как написать дружеское послание в творческой манере Пушкина. И, соответственно, в 4-5 пунктах инструкции коротко и четко объясните, как выбрать тему, выстроить текст, какими словами-сигналами подчеркнуть его принадлежность к данному жанру. Но для проверки данного задания у нас тоже были критерии. Вот такие вот критерии. Ну, соответственно, нужно было учитывать, что вы пишете для начинающих, то есть таким образом для людей, которые вообще не знают ничего ни о одах Державина, ни о балладах Жуковского, ни о дружеских посланиях Пушкина. Предполагается, что это так. И вот такое вот пояснение было дано для проверяющих. Да? То есть нужно было продемонстрировать вам практическое понимание поэтики, жанра и стиля. И вот, соответственно, охарактеризовать еще авторскую манеру. При этом количество тезисов не имело принципиального значения. Ну, мы, собственно, на это и не обращали большого внимания, хотя практически все уложились в вот этот вот заданный параметр. И, наконец, вот, собственно, 4 критерия, по которым мы должны были распределить 25 максимальных баллов, которые вы могли получить за данное задание. Итак, первый критерий – максимально 12 баллов. Мотивированный отбор необходимых и достаточных жанровых черт, точных конкретных стилевых характеристик с примерами слов-сигналов или устойчивых речевых оборотов, композиционных решений, ритмико-интонационных особенностей и тому подобное. Скажу сразу, что всего этого не было ни в одной работе. Как вы видите, это не на ваше усмотрение приводить примеры или нет. Тут, в общем-то, они должны были быть. Да, критерии совершенно ясно на это указывают. Второй критерий – максимально 5 баллов. Владение теоретико-литературным аппаратом, точность использования литературоведческих понятий при обозначении структурных и содержательных компонентов текста стилизации до 5 баллов. То же самое касается вот этого параметра, да, этого критерия, так же, как и в предыдущем задании. То есть вы должны были продемонстрировать ваше владение теоретико-литературным аппаратом. И таким образом, если вы, в принципе, не характеризуете оду или балладу или дружеское послание, то мы так понимаем, что вы недостаточно владеете теоретико-литературным аппаратом, и, соответственно, это было основание снижать вам баллы. То есть обратите внимание, что если вы не характеризовали эти жанры, то вы теряли баллы по первому критерию, и вы их теряли и по второму критерию тоже, потому что, соответственно, вы показали, что вы не знаете, что это такое. Да, точность использования понятий, ну, тут, в общем, понятно, да. И, наконец, третий критерий – логичность следования тезисов, представление их в том порядке, который позволяет выстроить алгоритм написания стилизации до 5 баллов. Тоже, к сожалению, мало кто набрал максимальный балл по этому критерию. И, наконец, речевая точность, выразительность, грамматическая правильность, стилевая однородность текста, ясность и четкость формы
прошу прощения, формулировок инструкции до 3 баллов. Но тут недостаточно было просто не совершать ошибок, то есть тут, как вы понимаете, нужно было выдержать вот то задание, которое вы получили, да, то есть ваше обращение к начинающим поэтам, да, и которым вы даете инструкцию. И таким образом тоже максимального балла здесь почти что никто и не набрал. Действительно, задание было неожиданным, да, то есть ничего подобного в прошлые годы не было, но ведь это Олимпиада, поэтому ожидаемые задания тут только у нас одно, да, это анализ текста, поэтому то, что он был неожиданным, конечно. Ну и вот самой распространенной ошибкой в выполнении данного задания как раз было то, что вы не показали знания, во-первых, тех особенностей, которые характерны для творчества конкретных авторов, которые были вам предложены, да, которые были для вас подготовлены, и, наконец, не показали вот именно их особенности их поэтики. Да? То есть там, где некоторые характеризовали оду, но, к сожалению, не сумели показать, а в чем особенность оды именно Державина. Некоторые характеризовали балладу, но непонятно было, в чем же особенности именно баллады Жуковского. Ну и то же самое касается и дружеского послания в творческой манере Пушкина. То есть понятно было, может быть, кому-то, что такое творческое послание в принципе, но именно пушкинское, к сожалению, не было проанализировано почти что ни у кого. То есть таким образом вот данное задание, оно, пожалуй, оказалось самым сложным для вас, потому что некоторые постарались его, так сказать, обойти, да, такими формулировками, как изучите творчество Жуковского, затем приступайте к самостоятельному творчеству, но, собственно, задача была для вас поставлена совсем по-другому. Предполагалось, что изучите творчество вы, а затем дадите вот эти вот инструкции. Так что вот на данном задании тоже многие потеряли баллы. Ну и скажу также традиционно, что традиционно самые лучшие работы и самые высокие баллы получили 11-классники. Это, в общем-то, и неудивительно, потому что 11-классники уже, наверное, не первый раз участвуют в Олимпиаде, и поэтому, конечно, высокие баллы у 11-классников были для нас ожидаемы. Традиционно самые низкие баллы получили 9-классники. Это тоже неудивительно, потому что это была ваша первая Олимпиада такого уровня, и теперь, когда вы уже попробовали, когда вы знаете, что это такое, то, наверное, в 10 классе вам будет уже понятнее, как себя вести и каким образом выстраивать свои ответы. Ну и в том, что касается 10-классников, то они заняли такую серединку по баллам, и это тоже, в общем, объяснимо. Да? Напоминаю вам, что вы можете задавать вопросы, если вам что-то непонятно. Напоминаю, что завтра вы можете подать апелляцию, которую вы должны подать до 5 часов, но при этом напоминаю вам, что пересмотр ваших оценок, возможно, не состоится. То есть, возможно, что оценки останутся такими же, какими они были выставлены изначально. Кроме того, обращаю ваше внимание, что оценки могут быть пересмотрены как в сторону увеличения баллов, так и в сторону уменьшения баллов. Поэтому, если вы обращаетесь с апелляцией, то, конечно, вы идете на определенный риск. Поэтому, конечно, подумайте, что именно вы хотите. Посмотреть свою работу, ну, вы ее посмотрели, да, на сайте она выставлена, но насчет пересмотра, вот тут может быть, конечно, разный результат. Итак, если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете их задавать, я с удовольствием на них отвечу. Нет вопросов? Ну, если вопросов нет, то тогда благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До свидания.